лайкните, оставьте коммент, подпишитесь. С вами Эльвира из Америки. И сегодня я хочу рассказать вам, как я знакомилась с Америкой. У каждого человека это знакомство свое. Свое было и у меня. Я вдруг совершенно случайно узнаю о том, что в Америке, оказывается, живут люди, которые сохранили старообрядческий быт. Мы начали смотреть фильм, по-английски он называется Witness, свидетель. Амиш-мальчик становится свидетелем зверского убийства прямо на его глазах в туалете Филадельфийского вокзала. Убитый был тайным агентом отдела по борьбе с наркотиками, и мальчик единственный свидетель. В главной роли играет Харрисон Форд, и он играет детектива Джона Бука. Вот вы видите кадры из этого фильма, как мальчик Амиш становится свидетелем этого ужасного преступления. И Харрисон Форд в этом фильме играет детектива. Амиши – это старые люди нового мира. Они живут в Канаде и в Америке. В Америке, в штатах Пенсильвания, Нью-Йорк, Огайо, Индиана, Иллинойс и в других. Живут только за счет сельского хозяйства. Живут в изоляции от всего остального мира в своих деревнях. Не принимают никакую помощь от государства. Занимаются скотоводством и сельским хозяйством. У них также есть школа, но эта школа такая одна комната с учениками разных возрастов. Образование 8-летнее. Обучаются арифметике, основам сельского хозяйства, ботанике. Но самый важнейший предмет – это закон Божий. Семьи многодетные с детства учат любить труд. Мальчик помогает отцу, девочки – матерям. Учатся вышивать и ухаживать за домом. А здесь вы видите Тимоти Аллен и Кирсти Элли из кинофильма «И в бедности, и в богатстве». Богатые люди из Нью-Йорка, которые пытаются спастись от назойливой налоговой полиции в деревне у Амишей. Начиная жить у Амишей, им приходится научиться жить по-новому. Жить без электричества, жить без сотового телефона, одеваться очень-очень скромно, использовать лошадей в своих поездках, одним словом, находить счастье в простоте жизни. Амиши используют лошадь в своих поездках в магазин или куда им нужно. На велосипеде также.
the kind of car I had, my dear. See that one? Yeah. Yellow one, but mine was green. What you got in there? You got something you can't see out the left side. Вы видите, как в кибитках перемещаются амиши. Очень скоро вы увидите семью, которая тоже наслаждается своей жизнью, простой. This is all Amishes? Oh my lord. They have a what? We are going. Boy, you better sit down in the back that way. There's one over there waiting to go across. He's pulling double wagon. Oh my lord. There's so many of them. I guess there is community. А вот так вот вы видите, как перемещаются амиши. И очень скоро вы увидите человека, который едет на тракторе. И он из менонитов. Менонит – это тоже одна из протестантских деноминаций. В основе вероучения менонитов лежит идея неприменения силы, то есть отказываются брать в руки оружие. Amish Mennonites, they can use cars and tractors, but they can't have radios. Oh, okay. But true Mennonites, they don't buy cars, they don't buy into, Okay, that's one. they don't pay taxes, other than consumption taxes. Jerry, he's afraid. Человека, Crazy. которого вы Be видели на careful. тракторе, это менонит. Это другая религиозная группа, которая, в отличие от амишей, использует в своей жизни машины. Трактора, комбайны, телефоны даже. Вот такая вот простая жизнь, в которой, наверное, много хорошего. Our Father's God to thee. Надо сказать, что подростки в свои 21 год могут выбрать другую жизнь. Вот она выбрала другую жизнь, но она для своего комьюнити умерла навсегда. А вот эти девочки остались со своими мамами и папами, бабушками и дедушками в своем комьюнити. Либо у амишей, либо у менонитов. Но так или иначе, их любовь к Богу будет на всю жизнь. С вами была Эльвира из Америки. Порн сайын котса пагаламил ташлак. Ешкенда маралза, ваш яратылза, пагалза, эскерза и возалца майдекем. My country, Тау ончамданда,